Осенняя ягода от осенних болезней. Антибактериальная клюква. Пора каждый день давить из нее свежий сок. Эта ягода не терпит термической обработки. Сварите компот или морс, исчезнут все витамины. Так что если уж собрались лечиться клюквой, придется потерпеть. Пить сок теплым и лучше кислым, без сахара. Зато эффект будет стопроцентным. Например, при обострении цистита. Ну и для профилактики. Если человек в профилактических дозах начинает пить, допустим, где-то уже в конце сентября, в начале октября, он медленно, но насыщает себя витаминами, и он может спокойно защитить себя от таких заболеваний, как грипп, воспаление легких. С клюквой свой возраст и не почувствуете. Она уберегает от многих болезней, которые приходят ближе к пенсии. Клюква, она хороша при, допустим, понижении давления, при атеросклерозе, при плохих сосудах, когда вязкая кровь, допустим, когда у вас появились камушки в почках. Удивительно, но факт. Ягода кислая, но кислота ее действует очень необычно на больной желудок. Убивает бактерии, которые вызывают гастрит. Свело зубы от кислой клюквы? Внимание! Сладкий рецепт. Больше не для пользы, а так, для хорошего настроения. Расплавляем сахар в кастрюле, добавляем воду, потом и клюкву, палочку корицы, немного имбиря и гвоздики. Компот закипел, выключаем. На кухне есть мед – это лучшее сочетание для клюквы. Если вы клюкву используете с медом, мед очень хорошо как бы нейтрализует агрессивные действия, смягчая. И одновременно практически сразу он начинает впитываться в кровь. Самое вкусное – взбитая клюква с йогуртом и сахарным сиропом. 4 секунды в блендере. Десерт готов. Нежный, воздушный, совсем не приторный. Елена Якимова, Михаил Карасев, Ирина Маликова. Первый канал.